Да. Давайте мы будем начинать наше собрание. Я рад вас всех приветствовать на воскресном богослужении в церкви Краеугольный камень города Якутска. Слава Богу, у нас тепло. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся на наши ноги, мы помолимся, и мы будем прославлять Господа. Аллилуйя. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за Твою милость и благодать к нам. Благодарим Тебя за возможность приходить сюда, поклоняться Тебе, служить Тебе, а также слышать и назидаться от Тебя, Господи. Господь, мы отдаем это собрание сегодняшнее утро в Твои руки. Мы просим Тебя, двигайся, как Ты хочешь. Делай, что Ты хочешь, Господь, используй нас, как Ты хочешь, чтобы послужить Тебе и послужить друг другу, Господи. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Твое присутствие, оно было здесь. Чтобы никто из этого собрания не ушел равнодушным, Господи. Ты знаешь наши сердца, и Ты знаешь наши нужды. Ты знаешь, в чем мы нуждаемся. Я прошу Тебя, Господи, пусть никто отсюда не уйдет равнодушным. Восполни каждую нужду, Господь. Глубокую нужду у кого-то в сердце. Может быть, кто-то нуждается в ободрении. Пусть ободрение оно будет, Господь. Может быть, кто-то нуждается в исцелении. Я провозглашаю божественное здоровье в теле во имя Иисуса Христа. Господи, благослови каждого. И прими эту честь и хвалу, ибо Ты достоин. Мы прославляем Тебя. Аминь. Аминь. Каждый день я
царем навеки, распятый на кресте, стал моим царем навеки, распятый на кресте, стал моим царем навеки. Меня спас, грехи простил, и на том кресте освободил. Тебе
во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Ты все такой же вовеки. Любовь Твоя неизменна, и там и вечером влажно, утром будет радость. И когда бушует шторм, не бояться нежды. Знаю я, меня любишь. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна. Аллилуйя! Господь все обращает во благо. Аминь. Давайте мы ему аплодисменты дадим. Аллилуйя, Господь! Вся слава Тебе, Господи! Ты великий Бог! Благодарим Тебя! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо огромное прославлению. Мне показалось, или они первые себе начали хлопать? Сам себя не похвалишь, да? Не, большое спасибо, правда, прославлению. Я рад, что мы потихонечку начинаем собираться после лета, после ремонтов и прославления у нас. Так было радостно опять слышать песни на якутском, в том числе. Но Рита одна, как она работает, так как без рук. Господь благословит ее. Давайте мы помолимся за детей сразу, благословим. Дети, подростки, выходите сюда, мы благословим вас. Аллилуйя. Вот да, думаю, еще не все. По росту почти встали. Аллилуйя, Господь! Благодарим Тебя за каждого ребенка и подростка, которые присутствуют у нас здесь сейчас. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого, как мы их сейчас благословляем, как я их благословляю. Господи, прежде всего крепким здоровьем. Физическим, ментальным, духовным, Господи. Я провозглашаю просто здравость и здоровье во имя Иисуса. Пусть всякая болезнь, всякий грипп, всякий ковид, он обойдет их стороной во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю божественную защиту над ними во имя Иисуса. Господи, я прошу Тебя также, Господь, благослови каждого на этот учебный год, каждого ученика. Тот, кто ходит в садик, тот, кто ходит в школу, те дети, кто у нас учатся в университетах, уже в институтах. Господи, благослови каждого во имя Иисуса. Пусть у них будет мудрость. Окружи их такими людьми, Господи. Создай такое окружение, которое будет положительно на них влиять, Господи. Чтобы их характер, он сформировался, и когда они станут взрослыми, чтобы они были настоящими людьми,
такими, как Ты задумал нас, Господи, какими Ты нас видишь, Господи. Пусть у них все будут такие черты характера, Господь. Пусть они будут надежные друзья, пусть они будут горячие в вере, и пусть они служат Тебе. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Аминь. Еще раз, я рад всех видеть. У нас, наверное, только 20% вообще людей от тех, кто у нас вообще бывает. Но нас становится больше потихонечку, и я верю, что мы наконец-то войдем в ритм. У нас вроде бы близится ремонт к завершению, тот, который мы, по крайней мере, на осень запланировали, не вообще, а то, что мы планировали на сейчас. И вы заметили, что у нас тепло, слава Богу, и мы запустили отопление. Я надеюсь, мы на следующей неделе все-таки переедем уже наверх, потому что на этой, у нас было прохладно, и тот пол, который мы залили на втором этаже, он не очень хорошо сох, и буквально отопление дали, несколько дней назад, да, и просто не успели там не убраться. Но на следующей неделе нужна будет помощь. Если кто сможет, мы сделаем субботник, чтобы помыть окна, ободрать там пленку, подмести все, сделать, перенести стулья, расставить все и приготовиться к собранию, к следующему уже на втором этаже. То есть мы переедем туда, я думаю, что уже как бы все высохнет. Поэтому слава Богу за это. И вообще слава Богу за вас всех. Знаете, у нас с отоплением, я не знаю, как бы... У нас сработал там такой, есть такой там датчик стоит на утечку газа и клапан. И я не знаю, каким образом, но, в общем, он как бы сработал, он нажался, он перекрыл весь газ. У нас просто не было газа в системе. И решается все просто, нужно было его просто поднять и все. Как бы, да, но если ты не знаешь, что ты ходишь вокруг этого. И мы вызвали бригаду. И мы ждали ее, и ждали, и ждали. Я потом с Семеном разговаривал, он говорит, я к себе в магазин уже 2 недели жду. Ну, сейчас везде запуски идут. И хотя они должны приезжать, но это все как бы не очень быстро. И потом я вспомнил, что у нас в церкви же есть человек, который работает непосредственно в этой сфере. То есть я позвонил, и этот человек вот сейчас в отпуске, и он позвонил, мне перезвонили через 5 минут. Алексей Александрович, меня попросили к вам приехать. Все, приехали, за 5 секунд нажали, и все хорошо. И как бы вот... Стоило ли, да, мучиться вообще все это? Надо было раньше. Слава Богу за это. Вот, что еще? Радостно детей слышать тоже. Что все-таки они приходят, у нас теперь тепло. Мы поднимемся, и мы начнем детское служение, надеюсь, как бы возобновим. То есть, вы помните, да, как мы делали? Мы собираемся на 2-м этаже, воскресное служение, но на 1-м. Здесь мы их так сильно не слышим. Но дети — это благословение, да? Пока мы все вместе, просто я вас ободряю. Наберитесь терпения, вспомните, что вы тоже когда-то маленькими были. И проблема со взрослыми, что они забывают, что они тоже когда-то были детьми и подростками. И вот это вот недопонимание, которое возникает, да? Хорошо. Есть пара вещей, которые мы делаем до того, как мы перейдем к слову. И первое, это давайте мы помолимся за наши нужды. Хорошо? Мы благословим наше правительство, наш город. Сейчас выборы идут. Мы помолимся за выборы, чтобы тех, кого изберут, чтобы там были достойные люди, которые будут не только ради того, чтобы набивать свой кошелек, но будут заботиться о народе, будут выполнять свои непосредственные обязанности. Хорошо? Давайте помолимся. Отец Небесный, Господи, я благодарю Тебя за нашу церковь, за то, что мы здесь все вместе можем молиться Тебе. Я прошу Тебя, Господь, восполни каждую нужду, которая есть у нас в церкви. Во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю божественное здоровье в жизнь каждого человека в нашей церкви. Господи, кому нужно исцеление,
пусть будет здоров во имя Иисуса Христа. Я запрещаю всякой болезни. Также, Господи, я Тебя прошу, дай мудрости людям для того, чтобы не создавать такие условия, чтобы болезни не возникали. Дай мудрости вести здоровый образ жизни, двигаться. Может быть, кому-то нужно питание наладить свое, Господь. Пусть будет мудрость в этом. Господи, я прошу Тебя также о всякой физической нужде, которая есть. Сейчас такое время, когда люди приехали, кто-то студент, кто-то переехал в город, кому-то нужна квартира, кому-то нужна работа. Мы воздаем просто все эти нужды перед Тобой. Господь, если кто-то нуждается в работе, я прошу Тебя, Ты благослови. Пусть человек найдет такую работу, которая будет достойно оплачиваться. И у него будет оставаться время на себя, на семью и на церковь. Во имя Иисуса Христа пусть это будет так. Господи, я прошу Тебя, благослови всех студентов, школьников, где бы они ни находились. Даже если, может быть, они в нашей церкви, но сейчас куда-то уехали. Когда-то ходили вообще в нашу церковь. У нас есть люди, которые переехали в этом году в другие города. Я прошу Тебя, Господи, Ты благослови их там. Господь, где бы они ни находились, пусть найдут правильную церковь. Пусть будут окружены также верующими, братьями и сестрами, с которыми они могли бы делиться, и с которыми они могли бы служить Тебе во имя Иисуса. Господи, я прошу Тебя также, благослови руководство нашей республики, руководство нашего города. Дай им мудрости, Господи, во всем. Дай им мудрости в управлении. Дай им страха перед Тобой, Господь, чтобы они не воровали, но использовали деньги по назначению, Господь. Чтобы они заботились о городе, о республике, Господь. И чтобы жизнь наша, она становилась лучше. Жизнь всех людей, кто живет здесь. Господи, мы просим Тебя также, благослови наше правительство в нашей стране. Сейчас у нас избирается законодательная власть. И настолько это важно, Господи. Благослови, чтобы все прошло без эксцессов, безо всяких. Чтобы был мир и спокойствие. Пусть действительно выберут достойных людей. В каких бы партиях они ни были. Но те люди, которые будут созидать и которые принесут пользу государству российскому, пользу нашей республике, Господь, если это будут депутаты от нашей республики, Господь. Благослови их во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Хорошо. И у нас еще также есть немаловажная часть служения. Это десятины и пожертвования. И кто из вас, вы ходите в церковь, вы знаете, что мы даем 10% от наших заработных плат, от наших прибытков. И помимо этого мы также даем пожертвования. Если вы не знаете вообще, что, зачем и почему, не переживайте, это не обязаловка, это не поборы какие-то, да? Никто вас не осудит, написано, что доброохотно дающего любит Бог. Хорошо? И сейчас можно попросить бедра. У нас есть, вы можете дать свои десятины пожертвования как физически, бумажными деньгами, также в электронном виде. У нас в группе есть карта, номер, да, реквизиты, куда можно сделать перевод. Пусть Господь благословит каждого дающего. И слава Богу, мы смогли сделать то, что мы сделали в церкви. Да? Мы и остались немного должны строителям. Мы тянем, просто не хочется вообще все деньги туда отдавать, потому что у нас помимо этого есть еще какие-то нужды, да. То есть, кстати, за газ нужно платить, за свет нужно платить. И я надеюсь, что у нас в октябре уже у нас будут гости. И давненько мы никого не видели здесь из гостей, да? Что кто-то приедет, жизнь церкви, она продолжается. Я пока не буду ничего говорить, кто и как, потому что пока еще ничего не решено. Но в том числе, когда мы людей приглашаем, да, мы им оплачиваем дорогу. И вы знаете, что в Якутск ездить как-то недешево. Особенно летом, поэтому летом к нам вообще никто не приезжает. Потому что, нет никакого смысла платить по 100 тысяч за билет, да, когда зимой можно 10 человек за эти деньги привезти, грубо говоря, да, или 10 раз кого-то. Вот. И вы не вставайте, я помолюсь, можно я также благословлю просто всех, кто дает. Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который когда-либо давал вообще в церкви. И я прошу Тебя, Господи, благослови его обильно, как я сейчас благословляю.
Пусть никогда ни в чем нужды не будет, Господи. Я просто провозглашаю это. На все будет всегда хватать. И как написано, будете давать взаймы, а сами не будете брать. Пусть это благословение, оно будет реальностью в жизни. Господь, я также прошу Тебя, чтобы помимо этого, да, вообще все было хорошо в каждой семье. Господи, дай мудрости просто по управлению, по взаимоотношению. Пусть будет мир, который превыше всякого разумения написано. Пусть будет мир. Я провозглашаю просто восстановление отношений в каждую семью. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. У нас Светлана не пришла сегодня, и Любовь Николаевна нету. И как-то я когда один веду собрание, у меня уже где-то на 10-й минуте начинает складываться впечатление, что меня слишком много. Знаете, то есть это ненормально, когда один человек так много говорит. Ну, поэтому молитесь, чтобы у нас у всех была возможность приходить. И мы постепенно вернемся в нормальное русло, да, у нас будут, лица здесь будут меняться, не будет один. Вы знаете, я сегодня хотел бы поделиться таким словом, которое я прямо чувствую, что оно важное для нашей церкви. И с одной стороны, я думал, что может быть перенести это на попозже, когда у нас все будут и все смогут услышать, и насколько это важно, но ты никогда не угадаешь. Знаете, как-то, если Господь его дал сейчас, я думаю, что, значит, он для вас. Те, кто сегодня здесь. И я начну издалека. Вот мы строим здание, именно здание. Мы церковь тоже строим, но все понимают, да, что церковь это не здание. Да? У нас церковь еще называется краеугольный камень. Краеугольный камень это тот камень, который ложили, да, вот в основании, на котором там все строилось. Но кирпичи в церкви это кто? Это мы, это люди. Потому что церковь, экклесия, это собрание святых, да? Это люди. И мы строим здание, потому что в Якутии, как-то в здании собираться гораздо лучше, чем на улице, особенно зимой, да? То есть это, необходимая, очевидная вещь. И можно провести такие параллели и образы, да? То есть у нас вот краеугольный камень это Иисус, на этом основании мы строим церковь, и строительный материал это мы, да? Но помимо этого у нас также есть вот физическое здание, которое также строится. И кто помнит, вот с детства сказка такая была про 3 поросят, которые строили. И там один строил из соломы, пришел злой волк, дунул и все смело, и потом еще один домик поросенок строил из прутиков там или из чего-то, да? И потом только самый умный, он построил из камня. И когда пришли напасти, то есть волк пришел, он там дул и так и сяк, и то есть посинел, щеки лопнули, но ничего не получилось. И потому что он построил здание, да, из правильного материала. Согласны? Мы строим здание, и мы тоже строим его не из соломы, но помимо этого мы также строим церковь, да. И на самом деле Бог, Он создал церковь. Вы согласны? Но если посмотреть, да, вот как мы сказали, Бог создал церковь, Иисус у нас это краеугольный камень нашего основания, нашей церкви. Но материал, который использован, это мы, да? Вот те кирпичики, которые складываются. И то есть вот по логике с этой сказкой, то есть должен быть правильный материал. Для того, чтобы когда придут напасти, это здание, оно не рухнуло, оно не развалилось, да? Но если посмотреть на этот материал, вот казалось бы, начинают возникать сомнения, а вообще правильный ли материал? Для того, чтобы Божию церковь построить, вот из нас, мы кирпичики. Не ошибся ли Бог? Почему я говорю так, да? Потому что есть вот место Писания к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 5 стих я прочитаю. Павел пишет, церковь, да, в Ефесе. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в
которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И были, это про нас, по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, благодатью вы спасены. Понятно я прочитал? Как бы, да? Вы заметили, из чего Бог создал свою церковь? Из грешников. Почему я говорю, что начинаешь задаваться вопросом, вообще правильный ли материал использован? Потому что мы, как написано здесь, да, мы были мертвые по нашим преступлениям, да, и грехам. Здесь называется, мы были чадами гнева, то есть дети гнева. Но Бог, Он спас нас не потому, что мы заслужили, чтобы быть спасенными, да, но Он спас нас потому, что Он возлюбил нас, написано. Можно так сказать, что когда Бог, Он создал свою церковь, Он ее создал, Он построил ее из неудачников. Вот из этих грешников. В 3 веке нашей эры уже, да, когда церковь, она, можно сказать, что это еще ранняя церковь, и, знаете, были такие дебаты между язычником, философом Цельсий и христианином. Это был Ориген. И Цельсий, он говорил следующие слова. Он говорит, что когда приходят какие-то учителя, они взывают, и они говорят, что придите, все самые достойные, чистые, и последуйте там за нашим учением, там, за моим учением. И тогда, говорит, вокруг таких людей собираются сливки общества. Но ваш глупый господин, который пришел, он говорил, что придите ко мне все униженные, обремененные. И вокруг вас, говорит, собрался весь сброд этого мира. На что ему Ориген отвечал следующими словами. Он говорит, что да, у нас весь сброд этого мира, но Иисус, Он не оставляет людей такими. Он их не оставил такими. Он говорит, что из того материала, который ты, этот мир Он бы отверг и выбросил как абсолютно бесполезный, Он создает людей с большой буквы. Он возвращает им самоуважение. И Он их делает такими, что они могут стоять перед самим Богом, смотреть Ему в глаза. Когда-то они были сломлены. И они были действительно сбродом этого мира. Но Сын Божий освободил их от этого. Мне нравится просто это сравнение, я не знаю, цепануло вас или нет, но это про тебя и про меня. Мы были бесполезные, были сломленные. Но Бог, Он построил церковь свою из таких людей, как ты и я. Одна из проблем в церкви, когда... То есть церковь, она создана из таких людей, из бывших грешников, которые были спасены. И проблема в том, что вот эти бывшие грешники, они приносят в церковь все равно какие-то старые свои привычки. Вы понимаете, человек он не меняется вот так вот, да? То есть, если ты жил 20-30 лет, и что-то у тебя там было, да, не очень хорошее, и потом Бог, Он изменил тебя, но что-то за тобой еще может тянуться. И такие люди, они, как правило, что-то, свои старые привычки, они могут привносить в церковь. Вы понимаете? Если коснуться, да, вот самая первая церковь, когда она только образовалась,
3-4 года прошло после того, как церковь образовалась. Уже возникло разделение в церкви. Ну, начало возникать. Вы помните, да, что сначала церковь, она состояла только из иудеев. Да? Те верующие, которые были иудеи по религии, они жили в Иерусалиме, и в день Пятидесятницы на них сошел Дух Святой, они заговорили иными языками. С этого момента, да, как принято, вот церковь, она образовалась. Но, то есть не было других народов, не было язычников в церкви. Только иудеи, которые обратились из иудаизма в христианство. Все понимают, да, это? Отдают отчет. То есть христианская церковь изначально, она состояла из иудеев. Кто такой иудей? Чтобы просто все точки над «и» расставить. То есть ты должен родиться, по крови быть. Это евреи из колена Иудина. Да? Все остальные, там было 12 колен Израилевых. Остальные колена, они рассеяны. В общем, они потерялись. Вот осталось колено Иудина. Через годы прошло. Ну, еще помимо этого, да, помните, все мужчины, они должны были быть обрезаны. То есть у иудеев. И это был знак того, что они принадлежат к иудаизму. То есть сначала ты должен родиться таким, должен быть обрезанным. И я уже говорил об этом, но само по себе отношение иудеев к остальным религиям, к остальным людям, оно было, они к язычникам относились как к собакам. То есть, что-то нечистое. Даже и говорили так. То есть, если они покупали вещи где-то на рынке у язычника, приносили домой, она считалась нечистой, ее помыть надо было. То есть, до такой степени. Отказывались есть вместе, потому что язычники, они часто ели идоложертвенное. Да? И у нас-то должно быть все кошерное. То не ешь это, не ешь, там не трогай. И поэтому с язычниками даже за стол не садились. То есть, как можно есть это вообще там? Свинину едят. Ну и так далее, и так далее. Но Бог, Он изменил все. Да? Бог, Он принял язычников в свою церковь и абсолютно ясно показал, что все в церкви, когда ты принимаешь Иисуса, если ты из язычников, если ты не иудей, обрезание тебе больше не нужно. Да? Это закон, для иудеев. Но ты никогда не был иудеем, у тебя никогда не было этого закона. И тебе не нужно под него залазить. Вы помните, да, эту историю? Она описана в Деяниях. Но что произошло? Сама эта идея о том, что язычники могут прийти в веру в нашу, в христианскую, эти грязные язычники, и они не будут принимать еще и обрезание, она как-то не очень хорошо зашла. Всем там остальным иудеям. И что произошло? Вот эти вот люди, сторонники обрезания, которые говорили, что не может быть такого. Хорошо, ладно, Бог привел язычников, примирил людей. Они могут принять христианство, но они должны быть обрезаны. Да, они были сторонниками этого. И они начали ходить по разным церквям, в том числе в Ефес, и говорили, что, ребята, Бог вас не примет, если вы не получите обрезание. Хорошо, вы приняли Иисуса, но вам нужно получить обрезание. И Павел, он написал письмо в Ефес, и он говорит следующее, это 2 глава послания Ефесянам, 11-14 стих. И он пишет следующее. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием», то есть те, которые были обрезаны плотскими обрезанием, да, то есть их физически обрезали, они обзывали этих, да, называли их необрезанными. Вот эти так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.
А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко, кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Была когда-то преграда, да? Но Иисус, Он пришел, Он объединил нас всех, и Он разрушил всякие преграды. Вы понимаете? Я опять много говорю, мне опять непонятно. Вы понимаете или не понимаете? Кому пока все понятно, хорошо, поднимите руку, пожалуйста. Аллилуйя. Я просто сам начинаю думать, когда никакой реакции нет. То есть, что происходило? Вот это вот сторонники обрезания, они пытались создать вот эту преграду в церкви снова. Христос, Он пришел, Он освободил нас, и Он разрушил всякие преграды. Но вот эти вот сторонники обрезания, они пытались там какие-то опять стены внутри настроить. Вот мы сейчас собираемся, и мы наверху в здании, когда будем, у нас нет никаких стен в собрании. Мы в одном зале, да? У нас нет комнаты только для белых, только для черных и так далее, да? Стены, которые у нас в здании, вот эта преграда, это для того, чтобы холод, дождь и так далее, они сюда к нам не проникли. Но внутри у нас нет преград. То же самое должно быть у нас в церкви в духовном смысле. Те преграды, которые мы ставим, это мы противостоим вот этому миру, начальникам, правителям злобы поднебесной, да? Мы с ними противостоим, у нас от внешнего мира преграда, но внутри мы никаких преград не создаем. Вы понимаете, к чему я? Вот эти вот сторонники обрезания, они пытались создать преграды. Но Павел им говорит, что вот этим христианам, то, что мы прочитали, нет никаких преград, нет никаких стен уже. Для народа Божьего больше этого не существует. Галатам, 3 глава, 28 стих, он пишет: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Бог, Он смотрит на всех одинаково. Женщина, мужчина, еврей, не еврей, якут, русский, киргиз. Одинаково. Нет никаких преград. И чтобы донести вот это вот, да, Павел, он дальше распространяется, еще буквально через пару глав в той же самой книге, послание Ефесянам, 4 глава, 4-6 стих. Он говорит следующее: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Но проблема в том, что сатана, он любит и умеет создавать преграды. Он любит и умеет создавать стены. Он любит и умеет настраивать нас друг против друга. И одно из самых легких способов и путей это создать, это использовать наши предрассудки, потому что мы когда-то были чадами гнева, мы бывшие грешники, и мы до сих пор еще тянем какие-то вещи. И то вот он цепляет там вот за это, вот, за твои старые какие-то. И таким образом он создает преграды и стены. Это так свойственно людям. Они говорят, что ты не такой, как я. Ты не выглядишь, как я, например. Или ты не поступаешь, как я. Ты не ходишь туда, куда я хожу. Друзья у тебя не такие. Ты говоришь не так, как я. И потому что ты не выглядишь, как я, не говоришь, как я, не поступаешь, как я, ты неприемлем для меня. Я буду служить Богу. Великому.
Я не хочу, чтобы ты был в моей церкви, потому что ты другой. Не буду разговаривать. Вы понимаете, да, чем я? И на самом деле разные сферы, которые может использовать сатана для того, чтобы строить вот такие преграды и стены в церкви. И одна из самых легких — это по национальному признаку. По расовому признаку. Знаете, вот когда в Америку, если кто-то был, если посещал кто-то церкви, это наиболее самый такой сегрегационный час в воскресное утро. Ну, имеется в виду, что разделение такое происходит. Потому что черные церкви, как правило, это черные церкви. Испанские церкви, как правило, испанские. Наверное, это нормально. Как бы нет ничего. То есть это нормально, если люди там на своем языке могут, ну, вот, например, черная церковь, это, ну, имеется в виду черная, в смысле, из чернокожих состоит. Я просто по-английски, да, у нас просто такое немножко это, знаете, на английском я когда говорил в церкви черная церковь, все такие, что значит черная церковь? Что ты имеешь в виду? Имеется в виду, что состоит из чернокожих. Потому что слово негр в русском языке это нормально, да, у нас есть негроидная раса. Но если сказать негр на английском, ну, тебя пристрелят просто, да, особенно сейчас. Потому что их жизни они имеют значение и так далее. Вы знаете движение, которое там проходит. Я ничего не имею против, я просто поясняю. Но сказать черный на русском это не очень, ну, какой-то оттенок такой, а они называют друг друга black. Ну, это нормально. Черный как бы, то есть, ну, немножко такое вот отличие, поэтому я, может быть, немножко путаю. Но мы уже затронули эту тему, да? Знаете, вот современная наука, хотя, может быть, сейчас уж, я когда в школе учился, не знаю сейчас, чему учат, но современная наука, она как бы вот в этой предрассудке, как бы внесла вот с научной точки зрения, ну и объективно, если смотреть на людей, мы разные. Да, есть негроидная раса с африканского континента, то есть у них темная кожа, волосы определенные и так далее, они выглядят определенным образом. Есть азиатская раса, тоже да, определенная, есть европеоидная, да, и что там у нас еще? А азиатская это не то? Монголоидная даже. Ну, в общем, вы понимаете. И там еще краснокожие были, да, тоже они как-то назывались. Как называется? Кто помнит? Это индейцы Северной Америки там и так далее, и так далее. И, наверное, с научной точки зрения, если вот так смотреть и описывать те, знаете, как говорят, капитан очевидность. Ну да, мы разные в этом смысле, внешне. Но с духовной и библейской точки зрения это ложь. Потому что для Бога нет никаких других рас. Есть одна раса человеческая. Вот из того, что мы читали, и из того, что мы знаем, если мы верим в Библию, мы все берем начало от одной пары. Адам и Ева. Потом вот так сложилось, где-то мы долго жили и приспособились, да, к условиям. Но мы все созданы по образу и подобию Божьему. И мы все одной человеческой расы. И если думать по-другому, то это какие-то предрассудки. Особенно в духовном плане, и особенно в церкви. Вы понимаете, к чему я? Пока. Знаете, вот, кто знает, был такой человек Махатма Ганди. Это потом была Индира Ганди, там это все его потомки, да, и сейчас не знаю, сейчас не Ганди там у власти. Ну, не суть. Он был одним из сторонников освобождения вообще Индии от колониального, сейчас хочу сказать, прошлого, но тогда это было настоящее, да, вы знаете, что Англия была сувереном, да, и Индия это была колония очень долгое время, и англичане очень долго грабили их, по-моему, до сих пор еще какие-то остатки остаются, и плюс к этому в Индии кастовое общество. Да, для нас это как бы сложно понять, что это вообще такое, но вот Махатма Ганди, он был один из первых, кто говорил, что против кастового общества выступал. То есть у них есть там, не помню, как назывались, брахмы,
Ну, то есть высшее сословие, потом среднее, там, по-моему, 5, самое нижнее, оно неприкасаемое. То есть, если ты родился таким образом, ну, судьба такая. То есть, у тебя шансов никаких. То есть, если ты, например, неприкасаемый, к тебе даже прикасаться нельзя. Не в том смысле, что они небожители какие-то, а в том смысле, что, как у нас на зоне есть такое слово, простите, западло. То есть, никто не... Ну, то есть, этого человека нельзя даже... Он должен делать только самую-самую грязную работу. Они не имели права получать образование там, и так далее. То есть это настолько, для нас это не понять. И вот он выступал против этого. И на самом деле, ну, можно сказать, совершил вот такую революцию, можно сказать, в обществе. Да? То есть не в прямом смысле революцию. Но в свое время, то есть он обучался в Англии, он слышал о Христе, и он слышал о этой религии, и он пришел в церковь. Он хотел посмотреть, ему было интересно. И когда он пришел в английскую церковь, ну, то есть какая-то, это, наверное, скорее всего была, я не знаю, англиканская церковь, может быть, это была протестантская, но не суть. И то есть это было... Когда это было? Конец 19-го, может быть, начало 20 века. И англичане немножко такие, они до сих пор как бы такие, ну, снобы бывают, да? Он попытался войти туда. Ему сказали, слушай, ну, как бы тебе сюда не надо. Вот там дальше по улице есть церковь для таких, как ты. Для твоего народа. Ну, то есть индусов очень много в Англии. И то есть они его, как бы, ну, рожей не ушел, грубо говоря, да? Вот, как бы иди там, церковь для таких, как ты, она там. И он пошел, да, и как бы вот он, в его воспоминаниях он сказал, что если христиане так поступают с другими, то я лучше останусь индусом. Ну или, как у них религия называется? Иудаизм. Ну вот как это сказать? Я лучше останусь Иудаист. индуистом. Ну, в общем, вы поняли. То есть я останусь лучше в своей вере. Зачем мне это? Вот я туда пришел, а они меня отфутболивают, да? У нас рабы там собираются, или там слуги, да, у нас колониальная церковь, она там. Но вы подумайте, этот человек, он в масштабах страны, Индия это там 1,5 миллиарда, ну чуть меньше, да, почти столько же, как в Китае население. И если бы он тогда принял христианство, в масштабах страны, когда он перевернул всю страну, какое бы влияние он мог бы оказать на всех людей? Если бы эта церковь в каком-то там городе, не знаю, в Лондоне это было, обращалась бы с ним так, как они должны были, с братской любовью, что мы одной расы, а не так, что там. Я думаю, что Индия была бы христианской страной. Мы одной расы. Мы потомки одной пары, мужчины и женщины, Адама и Евы. Но если ты христианин, даже больше, чем это. Мы не просто все как бы люди, да, вот как одной расы человеческой, но даже больше. Если ты веришь в Иисуса Христа, что Он Сын Бога Живого, если ты принял Его, да, ты веришь, что ты грешник, и ты покаялся в своем грехе, ты исповедовал Иисуса как своего Господа и Спасителя, ты принял водное крещение, ты новое творение, написано, да, во Христе. И Он живет в тебе, и во мне, и в окружающих, да. И что это получается? Мы тогда больше, чем просто одна раса. Мы еще и одна семья. Одно тело, вы помните, да? Вы согласны со мной? Мы одна семья. Как Галатам 3:28, то, что мы читали. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. То есть это здорово, я могу там любить своего соседа или там ближнего, имеется в виду, ну, где мы живем, например. Это классно. Но моя семья это нечто особенное. Согласитесь? Поэтому, если мы одна семья, мы нечто особенное друг для друга. Я к чему это сейчас говорю? Знаете, вот
бывали такие вот, ну, моменты, например, у меня жена, она, сейчас ее, почему-то фото. Но если она принимает какие-то решения, вот принимала, например, что-то, да, то я ей говорил, что, слушай, вот если кто-то даже будет на тебя наезжать, да, ну, потому что они подумают, что ты приняла неправильное решение, я буду стоять горой за тебя. Потому что мы одна семья, да? Вы понимаете? Знаете, когда у нас люди вот в церкви, когда у нас... Такой прикольный. Когда у нас появляются новые служители в церкви, да? И они начинают что-то делать, вообще любое какое-то служение. Всегда найдутся люди другие, которым что-то не понравится. По-другому оно никак не бывает, понимаете? Ну, мы все разные, как вот мы говорили, да? Если этот человек, он начинает что-то делать, мы должны быть на его стороне. Потому что он что-то делает, мы его поддерживаем. Если его пытается кто-то задушить, образно говоря, да, у нас физически, слава Богу, пока никто не душит. Но мы стоим на его стороне, я стараюсь, по крайней мере, я вот за себя говорю. То есть моя вот позиция, часто бывают такие вот вещи, да, что, например, а что вот там кто-то там начал чего-то. Ну, на всех не угодишь никогда. Но если, знаете, вот есть два критерия. Если этот человек только не говорит какую-то ересь, ересь это что? Это лжеучение, которое идет вразрез с нашими доктринами, да, во что мы верим. И если он не делает что-то аморальное, вот эти только два случая, это исключение. Во всем остальном полная поддержка, полная защита. Мы делаем стену, преграду. Понимаете, это наши. Мы за них стоим горой. И так должно быть. Пастор стоит горой. Лидеры стоят горой. И это то, каким образом церковь она должна быть. Никто не смеет их там прикасаться или причинять им боль. То есть они должны вот пройти тогда через всех, там, через лидеров, через пастора. Если их там всех затопчут, то потом уже только его затопчут. Поэтому у меня вот такая часто бывает позиция, люди спрашивают, как ты там вот относишься, что там вот что-то происходит. Я поясняю, как я отношусь. Если тут два критерия, ересь и что-то аморальное, да, ну то есть, что противоречит нашей христианской морали или противоречит закону Российской Федерации, где мы живем. Во всех остальных случаях полная поддержка. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я горжусь нашей церковью, я постоянно как бы говорю об этом, потому что нам удавалось сохранить вот такую атмосферу любви, и мы, ну я не помню, чтобы мы вот затаптывали людей. Если вы, ну, понимаете, о чем я, да? Что мы видим какую-то цель, и мы к ней стремимся, там, и мы там всех положим туда, закатаем и достигнем, да? Нет. Процесс, он также важен, люди, они важны. И у нас здесь, у нас не две церкви, у нас не русская церковь и якутская церковь, ну или там еще какая-то церковь. У нас одна церковь. И я верю, что вот на нашей церкви, вот такое помазание, я говорил, что вот видение нашей церкви, что у нас многонациональная церковь. Есть разные церкви. Я вообще сейчас ни в чей камень, ни в чей огород камни не кидаю. То есть я не это, я только вот про нас. Но вот у нас видение такое, что у нас многонациональная церковь. И второе, то есть видение, оно все равно формируется. Это церковь полноценных, полных семей. Что это означает? Ко мне люди вот подходили и спрашивали, а если как бы, ну, у меня не полная семья, что это значит? Но это ничего не значит, это нормально, можно ходить в церковь. Но это означает, что у нас есть особое помазание в церкви. Я просто видел, как семьи, они восстанавливаются, как отношения, они нормализуются.
пока что у нас как-то не так много новых семей возникало. Как-то молодежь нужна, наверное, чтобы она росла и как-то там, не знаю. Но то, что семьи, они исцеляются, и они восстанавливаются, это факт. В этом смысле. Но у нас одна большая семья. Да? У нас не 2 церкви, не 3 церкви. У нас тут еще там, вот, помните, пока ковид не грянул, границы не закрыли, у нас была нормальная такая англоязычная группа, которая собиралась. Да? Они собирались либо в вагончике, и раз в месяц у нас было полноценное богослужение на английском, как бы, да? Не просто они там материалы, 20-25 человек было на пике, да, как бы. Сейчас как бы практически все разъехались, границы у нас закрыты, студентов не пускают. То есть там, были студенты, преподаватели. И с Филиппин было очень много. У нас большая филиппинская диаспора. Женщины работают массажистками, уборщицами и нянями. То есть, казалось бы. Но мы должны собираться вместе, да, вот на собрании. У нас одно собрание. Мы поем, мы славим, мы молимся, мы поклоняемся, как одна большая семья. Это то, как церковь, она должна быть. Но я хочу вам напомнить, да, вот кое-что еще раз. Ефесянам, 2 глава, 10 стих написано: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Когда ты и я, мы получили спасение, мы спаслись, Бог предназначил какие-то, то есть предопределил уже что-то для тебя, чтобы какие-то добрые дела ты исполнял. Что это означает? Это означает, что Бог, Он спас тебя не для того, чтобы ты просто сидел и стул грел. Тем более у нас уже тепло, можно его не греть. Но Бог, Он спас тебя, потому что Он созидает, создал свою церковь, и мы материал, из которого Он это строит. Ты часть, ты вот этот строительный кирпичик, из которого состоит церковь. А у церкви есть миссия. Вот я сказал, у нас видение, но миссия бывает и прописывают отдельно, но у нас есть великое поручение, да? Идите до краев земли, проповедуйте. Мы призваны прежде всего для того, чтобы другие люди, они получали спасение, чтобы другие люди, они получали освобождение, чтобы их жизнь, она менялась. А как она изменится, если им никто не расскажет? Да? Вы помните, когда Иисус, Он спрашивал учеников: за кого вы меня почитаете? И Петр, да, он сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. И он ему похвалил его, да, и говорит, что, там Дух тебе открыл, да. И он говорит, что ты Симон, или Петр, да, то есть скала, камень. И на этом камне я построю мою церковь. А потом дальше есть такое местописание, там же в этом же стихе: и врата ада ее не одолеют. Бог спас тебя и меня для того, чтобы мы были частью церкви, которая будет противостоять аду. Врата ада нас не одолеют. Бог спас нас для того, чтобы мы могли простираться вот в это царство дьявола. Есть у него царство? Не суть. Я иногда какие-нибудь вещи скажу, и меня потом поправляют и говорят, что, знаете, я ересь точно не говорю. И к словам, может быть, не надо. Он князь века сего, да, здесь на земле. Но мы призваны для того, чтобы вытаскивать людей из-под его влияния и приводить их в Божие присутствие. И именно поэтому дьявол, он действует так, чтобы создавать какие-то преграды в церкви. Потому что если в этой комнате вот так вот построить 2 стены и сделать 3 группы, и мы будем разные, да?
У нас свое собрание, у нас тут свое собрание. Условно. Или еще какие-то, знаете, ты не такой, как я. И не обязательно по национальному признаку. Другое может быть там, не знаю, у нас социальное положение, наверное, ну, может быть и поэтому тоже. По уровню образования. Да. Что я буду там с этими колхозниками собираться? Или там это, что я там пойду к ним, они там умничают, сидят. Вы понимаете, да? Он использует все, что вот как бы, то, что ты тащишь, то, что у тебя там осталось в той жизни. И почему сатана так делает? Потому что мы представляем реальную угрозу для него. Потому что мы вытаскиваем людей из-под его влияния и приводим их в церковь. И ему это не нравится. Но, как я еще раз сказал, мы должны осознавать это и понимать, что нам не нужно строить барьеры и стены внутри, но снаружи. Вот если кто-то атакует моего брата или сестру, мою семью здесь, вот у меня стена там. Я делаю барьер от этого мира. Но внутри я стен не создаю. Если у меня есть что-то, да, ну я понимаю, кто за этим стоит, и тема для отдельной лекции, там, да, для отдельной проповеди, как где поступать с обидами там, и так далее. Для того, чтобы вот победить сатану, нам нужно быть не просто едиными, да, как одной семьей, но мы должны быть посвящены, что мы будем вот простираться в его царство и выдергивать людей, погибших оттуда. Еще раз, Бог, Он не создал свою церковь, знаете, с лучшими из лучших. Вот объявили конкурс и собрали сливки со всей земли, и вот она церковь. Нет. Бог создал свою церковь из грешников, которые спасены, но которые все равно еще грешат. Аминь. Единственный путь, способ, как выдернуть, да, вот, людей из-под влияния сатаны, если ты им будешь рассказывать об Иисусе. Каким образом мы рассказываем? Что это значит? То есть мы можем там, знаете, вот часто бывает, когда люди они евангелизируют или что-то, они начинают издалека, они начинают говорить о том, что вот у тебя там что-то изменится, у тебя там будет это хорошо, и там это хорошо. И они не говорят про Иисуса. И это неправильно. Потому что без Него у нас вообще ничего не изменится. Но каким образом мы рассказываем вообще человеку? Раньше были там евангелизации такие, знаете, вот 90-е, то есть там ДК Кулаковского полные набивали. Еще что-то, да, вот такое. Потом ходили там на улицах, евангелизировали. Но мы же не подходим сейчас, сейчас это вообще, мне кажется, время прошло в какой-то мере, как бы дух такой, да. Но мы не подходим к человеку, не хватаем его за грудки и там, пойдем к Иисусу. Да? Это как мы, я не знаю, я уже рассказывал, наверное, такой пример. У нас был пастор первый, вот, когда приехал сюда Юрий Вдовенко. Одна из первых евангелизаций, мы такие собрались, все, мы идем евангелизировать, вот у нас было 3. То есть он выше меня на голову, брат у меня тоже там выше меня на голову. И мы пошли в какую-то студенческую общагу. И там стучались и рассказывали втроем. Как бы нормально еще, там тоже как бы опасно ходить было. То есть 90-е годы там света нет нигде, то есть мусор в коридорах и так далее. И вот мы когда идем по лестничному пролету, и парень поднимается, а мы спускаемся. И мы такие, раз его, иди сюда, мы сейчас тебе рассказывать будем. И когда он услышал, что мы сейчас тебе расскажем про Иисуса, он выдохнул, потому что он думал, что все. Он уже оттуда не уйдет с этой лестничной клетки. Конечно, верю там, да? Только отпустите. Но каким образом, вот я верю сейчас вообще, самое яркое свидетельство, это когда
Люди, они видят, что ты делаешь. Когда ты с людьми где-то вот вообще общаешься, с твоими соседями, еще с чем-то, знаешь, и когда... То есть я верю, что сейчас такое вот время, мы не призваны быть... Церковь, она отделена от мира. Но это не означает, что мы переселены. Мы не должны ходить, как вот эти англичане, и тогда высоко задрав нос и говорить, что вы вот там, грешники, вот типа, да? Или твоя церковь, она там. И то есть ты в этом мире, ты также, если ты будешь ходить, ну, я христианин, а ты кто там, собака неверующая? С таким отношением никто. Но ты можешь так не говорить, но твое поведение, оно может показывать. Нет, ну, что там я? Вы понимаете, да, о чем я? Но твое отношение, твое вот сердце, да, там, где ты живешь, вот это вот меняет людей. Если они видят, что ты, у тебя там отношение такое пренебрежительное, или ты ведешь, или делаешь что-то не так, ну, мне как бы такой Бог не нужен. Зачем мне это, если у меня и в миру такого там полно? Еще раз, я просто бы хотел закончить, да, той мыслью, еще раз просто напомнить, что, во-первых, мы одна семья, мы одна церковь, и нам не нужно создавать здесь преграды и строить внутри стены какие-то. Если ты видишь, что кто-то пытается какой-то там заборчик построить где-то, не буду разговаривать или что-то там, да, не участвуй в этом. Любые какие-то, не знаю, там, обиды, слухи, они помогают строить вот эти стены. Но мы призваны оберегать семью, оберегать церковь от сатаны, от внешнего мира. Вот она, внешняя стена. Но нет никаких стен внутри. Аминь. И если кто-то атакует нашу семью, мы должны стоять за них. У нас есть куча внешних врагов, да, ну имеется в виду сатана, например, да. Зачем нам побивать друг друга камнями? И еще, последнее, то есть еще раз, то есть я также просто напоминаю, что мы не призваны для того, чтобы быть спасенными и просто сидеть. Я это к тому, что вот мы скоро переедем, и мы начнем, у нас просто лето, оно немножко выпало, да, ну, из многих вещей, потому что был ремонт, нам негде было собираться нормально, и много-много-много других вещей, но жизнь, она продолжается, у нас осень уже, мы втягиваемся в нормальное русло. Я к тому, что нам нужно возобновлять все наши служения, нам нужно возобновлять домашние группы прежде всего. И одно из самых первых, нам нужно организовать нормально воскресное служение, потому что это тоже служение. Имеется в виду, это как одна из таких форм, это как топовая вещь такая. Я за то, чтобы нам организовать воскресное служение так, как оно должно быть. Чтобы и нам было приятно, и чтобы Господу было приятно. И для этого нам нужны люди, нам нужна и служба порядка, нам нужно умение служения. Нам много чего нужно. Чтобы все работало как часы. И когда мы уже здесь потом это организовали, можно и дальше что-то начинать. И вторая немаловажная вещь – домашние группы. Поэтому я к чему это говорю? Будут какие-то объявления, если вы не часть домашней группы. У нас просто, насколько я знаю, сейчас вообще одна домашняя группа, которая собирается. И в силу объективных причин я могу понять, потому что когда ходит ковид, грипп, еще непонятно кто, как-то не очень, может быть, людей собирать у себя дома, потому что неясно, где они ходят и так далее. Но мы готовы предоставлять здание церкви. Нам нужно просто составить расписание по разным дням, можно собираться здесь. То есть у нас есть вот группа, которая собирается здесь, она никогда не прекращалась. Сейчас у нас уже тепло, и мы переедем. Даже можно собираться двум группам. У нас есть 2 кабинета. Да? Здесь и на кухне. 3 может здесь собираться, 4 может в зале собираться. Даже если вдруг такой вариант возникнет. Будут какие-то вопросы, и потом дальше мы также возобновим. Может быть, мы сделаем новый формат. Я к тому, что будьте готовы.
и принимайте участие. Хорошо? Аминь. Аминь. У меня все. Давайте мы сейчас дадим буквально пару минут группе прославления.